Образцово-показательный ТСЖ «Перекресток» отмечает юбилей. На протяжении 20 лет жильцы 5-го дома по улице Димитрова коммунальные проблемы решают сами. При этом тарифы за обслуживание жилья у них одни из самых низких в Сыктывкаре. Несмотря на небольшие взносы, высотку и примыкающую территорию постоянно совершенствуют. В этом году сделали ямочный ремонт во дворе. В следующем планируют обновить 8-й подъезд. Как удалось выстроить рабочую систему и почему дебет регулярно превышает кредит, расскажет Наталья Юрина. Не каждый дом может похвастаться вниманием президента России. 5-й по улице Димитрова в 2010-м посетил, будучи руководителем страны, Дмитрий Медведев. Уже тогда работа молодого ТСЖ впечатляла. Организации удалось погасить долг 800 тысяч рублей от предыдущей управляющей компании, дисциплинировать жильцов, платить по счетам, отремонтировать худую кровлю. Выстроенная система управляющей Аполлинарии Некрасовой 20 лет назад продолжает работать и по сей день. Проживаем мы с 2004 года, с декабря 2004 года. Аполлинария пришла к нам позднее, когда у нас была куча проблем нашего дома. Ну и все проблемы решились успешно. Аполлинария выдвигает обычно какие-то идеи, которые большей частью поддерживаются. Всех жильцов Аполлинария Некрасова знает поименно. Телефон из рук управляющая не выпускает. Постоянно на связи с собственниками квартир, подрядчиками и ресурсоснабжающими компаниями. Управленческие идеи героини не только освободили дом от долговых оков, но и вывели ТСЖ в образцово-показательное. Сейчас в доме тарифы по жилью одни из самых низких в Сыктывкаре – 17 рублей с копейками за 1 квадрат. Для сравнения, у других организаций плата в среднем больше на 3 рубля. Мы наладили контроль за потреблением всех ресурсов, за потреблением особенно воды. По теплу у нас тоже стоят все приборы учета и все. И мы занимаемся таким жестким контролем над всеми ресурсами для того, чтобы платили люди меньше. Что касается теплоэнергии, то в целом по году у нас от норматива, то есть где-то получается не более 65%. 63-62% в целом по дому, 64%, в общем, не более 65%. То есть от того, что установлено сегодня нормативом, у нас экономия идет 35%. В Перекрестке считают, что в год необходимо делать, помимо ежедневных обязанностей, одно большое дело. В этом сделали ямочный ремонт около дома. До этого поменяли лифтовые шахты, двери и окна в подъездах. В подъездах у нас положена плитка. Это тоже мы все сами делали. Мы облагородили стены. Повесили такие панно на стены для того, чтобы как-то немножко, когда заходишь в подъезд, глаз радовало. Все это мы сделали уже сами. Естественно, когда при вводе объектов этого ничего не было. Ничего не было и около дома. Весной здесь разбивают цветники. Посадили яблони. Сами сделали этот забор. Благоустроили сам газон и посадили аллею яблонь. Летом они цветут. А впереди, перед яблонями, это вазоны, в которых высаживаются цветы, и они тоже, все лето цветут. В следующем году ТСЖ планирует отремонтировать 8-й подъезд. По программе «Комфортная городская среда» обновят асфальт во дворе дома. Еще одна принципиальная позиция ТСЖ – сотрудничать только с проверенными подрядчиками. У нас в основном одни и те же подрядчики, с которыми мы уже несколько раз работаем. Поэтому я не знаю. И потом, когда идет работать подрядчик, я тут все операции слежу. Для того, поскольку я 20 лет работала в строительстве, то для меня это несложно. Я знаю приблизительно, какие материалы должны быть, как это про технологии должно быть сделано. За 20 лет работы ТСЖ появились и традиции. Одна из них – перед Новым годом во дворе обязательно устанавливают елку. Совсем скоро символ праздника украсят игрушками, а на территории повесят гирлянды, чтобы праздничный декор не только радовал глаз жителей, но и поддерживал теплую атмосферу, невзирая на погодные условия. Наталья Юрина, Иван Богомолов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.